Камрате состоялась ярмарка вакансий «Территория успеха-2017». Организаторами ярмарки являются Центр «Про-Европа» в Камрате в партнерстве с Агентством занятости населения АТО «Гагаузия». Цель данного мероприятия заключалась в создании единой площадки для сотрудничества и взаимовыгодных трудовых отношений работодателей и потенциальных работников, а также борьба с дезинформацией о свободных вакансиях. С созданием новых рабочих мест у нас выявилась другая проблема, что зачастую рабочие места есть, но нет информации о том, какой работодатель в ком нуждается, в каком госоргане сколько вакансий есть. Поэтому часто мы вели переговоры тет-а-тет с теми, кто приходил к нам в поисках работы. Но поняли, что такая вот работа тет-а-тет, она не дает массового эффекта, не дает полной открытости. Поэтому эта инициатива, которую проявила «Про-Европа» и Агентство занятости, это как раз та площадка, где должны встретиться те, кто имеет рабочие места, и те, кто хотят работать здесь, дома, на родине. Проблема трудоустройства, проблема занятости населения, она присутствует как на региональном уровне, так и на республиканском уровне. При этом возникают такие ситуации, когда население испытывает сложности в трудоустройстве, в то же время работодатели испытывают сложности в поиске квалифицированных кадров. Поэтому основной задачей сегодняшнего мероприятия, я так понимаю, что дать информацию о возможностях трудоустройства, это для населения, а для работодателей осуществить обмен информацией о наличии доступных трудовых ресурсов. Директор Агентства занятости населения призывает всех находящихся в поисках работы обращаться за помощью. Мы предлагаем и возможности для развития, открытия собственного бизнеса, информационную панель, юридические консультации Центром по защите прав человека. Они проводят, дают юридические консультации по взаимоотношениям между работодателями и работниками, то есть это касательно трудового законодательства. На ярмарке большое внимание было уделено информации об учреждениях, где можно получить обучение, о прохождении профессиональных курсов, а также и о способе открытия своего собственного бизнеса. Наиболее востребованные профессии у нас повар-кондитер, парикмахер, визажист, мастер маникюр. Это в совокупности. Повар-кондитер у нас есть, который тоже обучается 6 месяцев. У нас есть бухгалтерский учет и отчетность, это здесь в Камрате. В населенных пунктах открыты наши филиалы. Это в Вулканевском районе это Чешмекёй, в Чадрунском районе это Баурчи и Копчак. И, естественно, в Камрадском районе здесь Гинжа и Кангас. Там мы готовим трактористов, виноградарей, поваров. Можно получить курсы, обучающие по бизнес-планированию в рамках бизнес-инкубатора. Мы, в принципе, предоставляем на 3 года помещение потенциальным нашим резидентам с льготными условиями по аренде. Центр карьерного роста сегодня предоставляет возможность ребятам узнать информацию о том, как писать CV, как писать резюме и какие этапы будут встречаться на жизненном пути по карьере каждого из слушателей сегодняшнего мероприятия. На ярмарку вакансий люди приходили с большой надеждой. Кто-то только заканчивает учебу и присматривает возможные варианты трудоустройства. Кто-то приехал в заработок и желает работать на родине. А были и те, кто уже много лет не может найти работу с достойным заработком. Респонденты делились горькой правдой, с которой сталкиваются ежедневно. Либо работы нет, либо платят очень мало. Если человек женат, его ребенок, ему минимум хотя бы 6 тысяч лей. Это только на еду, на услуги, ничего не строить, ничего. А так надо сразу на заработки уезжать. Я работал в Москве просто электриком. Но я думаю, может, в Молдавии будет решить, чтобы в Молдавии зарабатывать хотя бы, чтобы было 5-6 тысяч лей, чтобы семью там задержать. Лучше в России работать, чем в Молдавии. Я думаю, что 5 будет достаточно, учитывая того, что и муж будет работать. У меня пока 1 ребенок. Те, которые имеют 2, уже не так балуют своих детей. Зарплаты у нас остались почти те же, а цены растут с каждым месяцем. Цены большие, но зарплата у нас около 2000 рублей.
Это очень мало. Как сообщила директор агентства занятости населения, среди желающих трудоустроиться есть люди самого различного возраста, однако больше шансов у молодого поколения. Несмотря на то, что молодые люди составляют только 40%, уровень трудоустройства, если говорить о статистике трудоустройства, составляет около 47%. То есть вероятность трудоустройства молодых людей гораздо выше, чем тех людей, которые находятся в более среднем и более старшем возрасте. Впечатления от проводимого мероприятия у людей, находящихся в поисках свободных вакансий, были самые разные. Честно говоря, найти работу и вакансии, но смотрим только пиар, а ничего нету. Только все, извините, сказали, что работа. Где работа? Даже вот если мы хотим какую-нибудь работу, нету. А где работодатели? Мы даже не верим. Ну, естественно, холопы здесь, а Господь потом приезжает. В данный момент, я думаю, вообще работу найти трудно, потому что много рабочих, а рабочих мест очень мало в Молдове. Тем более молодых и неопытных вообще не берут на работу. Но это через знакомых надо, так, а по-другому никак. Работа есть, но как мало оплачивается, да. Еще до начала официального открытия мероприятия зал был полон людьми, и все они безработные. Находясь в поисках рабочего места, всех объединяет один общий критерий. Зарплата должна быть не ниже 5000 леев, иначе не прожить.